килограмм ночью и днем. Слушай батьку! О работе этой группы слышали многие, но никто не видел их в лицо, кроме, конечно, «счастливчиков», в кавычках, к которым нагрянули специалисты. Не чиновники, это важно. Это тайное сообщество проверяло все, от наличия оборудования и препаратов до, уж простите, гигиены. Но члены межведомственной рабочей группы – лишь часть приглашенных. Остальные – те, кто в ответе, как, в каких условиях и чем лечат белорусов. Их ждет крайне неприятный разговор, анонсированный президентом еще в послании. И словно предчувствие, в этот зал он войдет в тишине. В прошлом году на здравоохранение ушло 4,5% ВВП или больше 8,5 миллиардов рублей. Казалось, раз есть деньги и система, что еще нужно? Но это только казалось. Недостаток наших встреч и совещаний, где вы всегда мне в очередной раз говорили о младенческой смертности, о смертности материнской там, какие вы трансплантологические операции делаете, ну и прочие подвиги. Сегодня речь, дорогие мои, не об этом, забудьте. Мы это все хорошо знаем. Сегодня речь пойдет о том, как мы относимся к нашему народу, как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас бы в этом зале не было. А если конкретно, как мы лечим там людей на селе, в малых городах, поселках, агрогородках, как мы к ним относимся, не в РНПЦ, и почему люди обижаются. Материалы группы президент изучал, по правде, довольно долго. Явно не хотел рубить сгоряча. Факты, о которых он скажет, местами могут повергнуть в шок. И тут важно понимать, эти заявления не голословны. Они основаны на выводах даже не одной, а 3 независимых друг от друга групп. Межведомственной под руководством доктора Обельской, прокуратуры и комитета госконтроля. Что меня больше всего удивило? То, что до сих пор есть вопиющая проблемы, простите слов, бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах. Стены, потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются. Слушайте, любое учреждение здравоохранения должно быть образцом санитарии. Причем такое случается даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети. Или это не ваши дети? Конечно, это не ваши дети. Но это мои дети. Где-то простаивает дорогостоящее современное оборудование. А ведь порой это единственный шанс на спасение чьей-то жизни. И министр здравоохранения мне бойко осмелится докладывать, что у него все в порядке. У него все схвачено. Он все отремонтировал. У него запчастей хватает. А кто-то на какие-то санкции начинает ссылаться. Ребята, нет для вас санкций. Нет. Вы знаете, я даю себе отчет, с кем я сегодня разговариваю и кто меня услышит. Это ж белая кость. Врачи. Разве их можно критиковать? Нет. Но так запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен. Даже если половину вас уйдет. Но я буду знать, с кем я буду работать. Обнаглели до крайней степени. Бегают вокруг начальника от районного звена до президента. Только их красиво умеем лечить. А обычные люди, которые содержат это все, опуститесь на землю. От нас в этом зале сидящих зависит вообще все в стране. Как раз отношение к людям больше всего и разозлит президента. Да, можно спрашивать за нерациональное расходование средств, за недостаточную подготовку специалистов и за многое другое. И так и будет. Но все всегда упирается в человека. Я вам никогда за село не прошу. Никогда, запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы мне наведете там порядок. ФАПы начинают закрывать. Ну закрывайте, оптимизируйте, никто не против. Но вы же сначала эти комплексы на колесах завезите, которыми вы хотите заменить ФАПы, а потом закрывайте. И что нам так дороги эти ФАПы? Один человек ходит там, фельдшер. Пример России, они позакрывали, а сейчас пытаются героически обратно вернуться. Мы что творим? Разберитесь, ФАПы, участковые больницы, там же наши люди живут. Упаси вас, Господь, я вас предостерегаю от круговой поруки здесь.
Пойдете отсюда без портфелей и пойдете не просто к себе домой, а в другие места. Так вот, межведомственная группа посетила 81 учреждение. Их выбирали случайно, и выборка репрезентативна. Системе в целом комиссия ставит удовлетворительно, проще говоря, 3. Все недостатки разбиты по группам. Самое многочисленное – это набор организационно-управленческих просчетов. Так что если рыба протухла, то, похоже, начиная с головы. В подавляющем большинстве посещенных лечебных учреждений в беседе с медицинскими работниками они были удовлетворены и заработной платой, и решением жилищных вопросов, достаточно удовлетворительным обеспечением изделиями медицинского назначения, медицинским оборудованием. И несмотря на целый ряд выявленных недостатков, в том числе и системных, здравоохранение Республики Беларусь функционирует и выполняет свою основную задачу, но во многом за счет определенного запаса прочности и существенных ресурсов, которые государство тратит на ее содержание. То есть вроде система создана в нормативном плане, но она не функционирует, потому что голова не работает. Голова не работает. Это, к слову, и о том, кто за что отвечает. Здравоохранение – интересная сфера. Здесь ответственность и персональная врача, и коллективная. Всего Минздрава, местных властей, губернаторов можно сколько угодно дискутировать, но президент уверен, самоустраняться хоть кому-то из этих звеньев смерти подобно. Равно как и подходить к процессу формально. Ведь все учреждения здравоохранения успешно проходят аккредитацию. И даже те, в которых были выявлены нарушения. На злобу ни президент, ни Игорь Петрович туда же оперироваться не поедет. Ну чего, ну и аккредитовали. А как уже там будут малоинвазивно или же топором рубить этого человека или скальпелем резать? Это плевать на это на все. Это далеко. Я не понимаю, что это за аккредитация. Аккредитация должна быть однозначно. Александр Николаевич, возьмите на контроль, вы специалист в этом, чтобы к концу года аккредитовали по-настоящему все лечебные учреждения. Да, Беларусь занимает весьма приличные места в международных рейтингах, и для имиджа государства это много значит. Но какова значимость всех этих топов для каждого отдельно взятого пациента? Для нас было на самом деле большим откровением вот тот профессиональный уровень во многом, который мы увидели в лечебных учреждениях. Конечно же, программы подготовки надо пересматривать, их надо обновлять, потому что во многом они не обновлялись десятилетиями. Но и контроля. Наверное, нет ни одного специалиста, который прошел подготовку или курсы повышения квалификации, которому бы поставили неудовлетворительную оценку или отчислили по итогам зачета или экзамена по окончании курсов. То же самое относится и к студентам медицинских университетов, особенно к тем, кто набран по целевой подготовке. Новые факты разоблачения коррупции в системе здравоохранения – это повод изучить ситуацию по отдельным направлениям в данной сфере. Всем хорошо известны жесткие требования главы государства по бескомпромиссной борьбе с коррупцией, невзирая на должности и прошлые заслуги. Однако в нынешних сложных условиях продолжающейся против нашей страны гибридной войны и беспрецедентного экономического давления находятся нечистоплотные дельцы от бизнеса и медицины, которые наживаются на здоровье и горе людей. По поручению президента Республики Беларусь прокуратура совместно с иными государственными органами тщательно проверит вопросы обоснованности посредничества в сфере здравоохранения, очередность наказания медицинских услуг и другие волнующие наших граждан вопросы.